Зараз з нами на зв'язку є Дайнус Жалімас, голова Конституційного суду Литвы. Здравствуйте, Дайнус, слышно ли нас? Добрый вечер, да, прекрасно слышно. Вот украинских слушателей больше интересует, как ситуация в Литве, да, ситуация с незаконным обогащением. Эта статья, она присутствует в Криминально-процессуальном кодексе, правильно? Да, она присутствует. И мы 2 года назад как раз имели дело, где рассматривали конституционность этой статьи по, довольно, скажем, очень схожим аргументам петиции, которые были представлены и в Украине. Вот когда мы говорим о статье, которую у нас изменил Конституционный суд, ее убрал, в Литве как происходит? Вот тот человек, которого обвиняют в незаконном обогащении, ему прокуратура как бы приводит в доказательство, что вот ты незаконно обогатился, или человек защищается и говорит, что нет? Но мы как раз имели дело по этому поводу, мы толковали эту норму таким образом, что, конечно, да, и по Конституции прокуратура должна все доказать, то есть прокуратура должна проверить все возможные источники и доказать, что из всех возможных источников, нету таких легальных источников, откуда это имущество появилось, а человек, который, допустим, подозреваемый, он может выбрать тактику своего поведения, как и в любом другом деле. То есть иногда ему выгодно молчать, а может иногда ему выгодно как раз предоставлять что-то, что, вот, например, вы того или того не проверили, а у меня то или иное. То есть это, по сути, не очень-то отличается от любого другого уголовного дела. Естественно, только таким образом, понимая, что это бремя доказательства ложится на прокуратуру, и на органы как это досудебного расследования, только таким образом эта норма может пониматься как соответствующая Конституции.